Европа всегда отрицательно относится к России. Всегда. Потому что 300 лет назад мы разбили шведов. Швеция была очень культурная европейская страна. Мы разозлили их. Французы, голландцы, британцы смотрят, смотри, как появилась новая страна, новая армия, которая расколошматила в пух и прах Швецию. А Швеция претендовала господствовать в Европе. Потом у нас то же самое было с французами, с немцами, с турками. Мы громили всех. Венгры, поляки. И эти 300 лет войны и побед русского оружия. Суворов шел, Альпы покорял с молодым Наполеоном, его бил. Ну, французы, конечно, будут нас ненавидеть. Это все, так сказать, ненависть побежденных. Как разведенные. Что разведенный муж с женой разве очень дружат? Так и здесь. Поэтому мы отдельная цивилизация. Если мы были бы как Голландия, Дания, Греция, никаких проблем нету. Мы другая цивилизация. Мы еще и другая вера, православные. Вся Европа католики и протестанты. И мы для них как бы, государство, которое для них, представляет, так сказать, как бы, мы не подчиняемся им. Мы не члены их семьи. Вот. Но мы не хотим им навязывать свои порядки. Но Крым – это часть России. Хрущев передал в административное подчинение УССР. Тогда не было независимого государства. И они сами говорят, что народ сам решает свою судьбу. Референдум – самая высшая форма демократии. В Швейцарии каждый месяц проходит референдум. Не хотим мечети, не строят мечети. Не хотим мигрантов, прекращается завоз мигрантов. Почему швейцарцы могут своим решением что-то делать? Или Косово создано было. Это что такое вообще? На чужой земле, с чужой верой создается государство разбойников. Это люди, которые криминал, которые угоняют машины, убивают людей на запчасти, наркотики. И они их приветствуют, они их создают, они их оберегают. А русские, оказывается, хорошо, в Крыму они не хотят, чтобы Крым возвращался в Россию. А в Донецке они арестовали Губарев. Народ избрал его губернатором. За что вы арестовываете? Понимаете, что они русским не дают никаких прав. Ни референдум, ни избрать власть местную, ни центральную, ни говорить по-русски. Что такое вообще? Они с ума сошли там на Западе. Поэтому мы не можем с ними даже спорить на эту тему. У русских такие же права, как у всех. В Латвии сейчас хотят полностью русский язык убрать из школ. Это что такое? 40% населения. Почему должны говорить на чужом языке? Есть же международные документы, Конвенция ООН о защите нацменьшинств и языков национальных меньшинств. То есть Запад сам нарушает все, вторгается в чужие страны, бомбит их. И вот миллионы беженцев, значит, ворвались в Ливию, Тунис, Египет, Сирия, Афганистан, Ирак, угрожают Ирану, напалмом сожгли Вьетнам, разбомбили Хиросиму и Нагасаки, 150 стран оккупировали. Слушайте, а мы что, кого-то оккупировали, что ли? Часть нашего населения, русского народа, это наша территория, хотят с нами воссоединиться. Пусть попробуют только еще продолжать такую линию. Такой бумеранг будет туда, что и от НАТО останутся только клочки одни, и некоторые страны будут повергнуты, так сказать, если вы будете злить российское государство. Мы долго ждем, долго запрягаем, потом быстро скачем. И Берлин пал в свое время, и Париж, и Вена, и везде была наша армия. Но сперва вышли на восток, вы нас завоевывали, вы нас убивали. Сейчас опять вы мешаете, вы первые начали. Это ваши экстремисты, радикалы издеваются над Киевом и другими городами.